называют наиболее оголтелым сепаратистом. Мавсаев – один из приближенных к Шамилю Басаеву лиц. Как утверждают очевидцы, его опасался и сам Аслан Масхадов. И занимался этот человек вопросами военной контрразведки боевиков. Репортаж Анатолия Лазарева. Охота на Мавсаева началась 2 недели назад. Именно тогда в Чечню вылетели специальные группы, созданные Главным разведывательным управлением Генштаба и ФСБ. Задача была поставлена четко – уничтожить одного из ближайших сподвижников Басаева, главу чеченской контрразведки 41-летнего Абу Мавсаева, известного своей звериной жестокостью. Особисты совместно со спецназом внутренних войск с задачей справились, попутно уничтожив еще как минимум 9 бандитов. Военные источники неохотно делятся информацией. Из того, что известно, складывается следующая картина. Спецназовцы устроили засаду недалеко от селения Сержень-Юрт в Аргунском ущелье. Когда бандиты появились, завязался бой. Боевики отступили, даже не пытаясь забрать с собой трупы. Среди убитых был и Мавсаев. Столь высоким постом Мавсаев полностью обязан своему близкому другу и односельчанину Шамилю Басаеву, с которым они вместе в 95-м напали на Буденновск и который, начиная с того же 95-го, активно продвигал наверх своего приятеля. Когда в 98-м Аслан Масхадов снял Мавсаева с должности, Басаев выдвинул Масхадову ультиматум, и Мавсаев стал советником чеченского президента по безопасности. Главой контрразведки, так называемой Ичкерии, Мавсаев стал в ноябре 99-го. К тому времени с Масхадовым уже совсем не считались, и односельчанин наделил своего приятеля, как написано в документах, неограниченными полномочиями военного времени. То есть Мавсаев мог сам принимать решение о расстреле даже без постановления шариатского суда. Смерть столь видного главаря бандитов должна, по мнению военных, еще больше деморализовать террористов. Чеченские боевики теряют своих лидеров одного за другим. В Москве дают понять, что подобные спецоперации будут продолжены. Анатолий Лазарев, ОРТ.